Эксперт по Китаю и Восточному Туркестану Адриан Зенс обнародовал результаты исследования, основанного на официальных документах, просочившихся в прессу, и заявил, что в концентрационных лагерях содержится свыше 1 800 000 человек. Игра окончена. Документы, опубликованные сегодня, доказывают жестокое отношение к узникам лагерей, называемых школами профессиональной подготовки. Опубликованные списки содержат сотни имен, которые составляют 27% заключенных, больше половины из которых являются главами семей, заявил Зенс на своей странице в социальной сети. Освещая вопрос репрессий китайских властей, Абдусалам Теклимакан заявил, что в Восточном Туркестане чтение Корана является весомым аргументом для ареста мусульман. Абдусалам Теклимакан, являющийся главой молодежной организации «Новое поколение Восточного Туркестана», ответил на вопросы ведущего YouTube-канала «Уголок слов». На вопрос о том, почему Китай преследует мусульман Восточного Туркестана, Теклимакан ответил следующими словами: «Китай хочет, чтобы мы отошли от своей самобытности и забыли свои корни». Премьер-министр Японии Абе Синдзо призвал Китай поддержать свободную и открытую систему, которая гарантирует сохранность прав автономии Гонконга. Согласно новостям японского информационного агентства Кьодо, секретарь Кабинета министров Суго Йошихидо сделал заявление относительно встречи премьера-министра Абе с государственным советником Китая и министром иностранных дел Ваном Йи. Суго напомнил слова Абе, который отметил, что Гонконгу должно быть разрешено развиваться в соответствии с принципом «одна страна, две системы» и что в регионе должна поддерживаться свободная и открытая политическая система. Global Times сообщила, что США и Китай близки к заключению договора о первой фазе торгового соглашения. На официальной странице издания в Твиттере пишется, что Китай также готов продолжить переговоры по второй и третьей фазе соглашения. Однако, несмотря на то, что прошло более месяца с того момента, как Трамп заявил, что стороны согласились с условиями договора, первый этап соглашения все еще не подписан. На прошлой неделе Reuters заявила, что эксперты в области торговли и источники, близкие к правительству США, заявили, что первый этап торгового соглашения не будет завершен до следующего года. Анкара сообщила, что в рамках проекта системы противовоздушной обороны, направленной на испытание систем С-400, истребители F-16 будут летать на больших и малых высотах над столицей. Система, которая была приобретена за $2,5 миллиарда, будет введена в эксплуатацию в апреле 2020 года. США считают, что российские С-400 несовместимы с системой обороны НАТО и несут угрозу для истребителей F-35. Именно по этой причине Вашингтон исключил Анкару из одноименной программы.